Мы рады приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования на вебинаре для педагогических работников Республики Коми «Противодействие коррупции педагогам, родителям и детям». Уважаемые коллеги, напоминаю вам, что мы с вами работаем на платформе ProofMe. Вы можете задавать в чате вопросы, и эксперты, которые сегодня присутствуют в нашем зале, а это Пономарев Максим Николаевич, заместитель начальника 2-го отдела, начальник 1-го отделения Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Коми, и Савенко Наталья Александровна, заведующий Центром сопровождения специального и инклюзивного образования нашего института. Ну что, уважаемые коллеги, мы начнем. И первым я даю слово Максиму Николаевичу, который остановится именно на вопросах коррупции в образовании, о причинах и путях преодоления. Пожалуйста, Максим Николаевич. Хотел бы отметить, что одним из приоритетных направлений деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми является противодействие коррупции и защита бюджетных средств. Понятие коррупция – это злоупотребление служебными полномочиями, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Уголовный кодекс предусматривает несколько статей, достаточно тяжких и с учетом наказания очень серьезных. В том числе это мошенничество, часть 3, совершенное с использованием служебного положения. Присвоение растрата, тоже часть 3, совершенное с использованием служебного положения. Наказывается лишение свободы на срок до 6 лет. Далее, такие распространенные статьи Уголовного кодекса, как получение и дача взятки, наказывается от 3 до 15 лет лишения свободы, в зависимости от части, а также от суммы полученной взятки. На протяжении многих лет мы видим несколько схем, распространенных в сфере образования, которые присутствуют в нашей республике. Также, в том числе, это наличие учреждений так называемых мертвых душ, когда по указанию руководителя, должностного лица, формируется пакет необходимых документов на существующих работников. В последующем ведутся табеля учета рабочего времени и выплачивается заработная плата. Как правило, это мертвые души, это являются родственники должностного лица. Полученные таким образом денежные средства либо остаются у них, либо передаются должностному лицу. Кроме этого, имеют случаи факты начисления завышенных премий отдельным категориям работников по представлению должностного лица с последующим возвратом денежных средств данному должностному лицу. Кроме этого, имеют факты при проведении закупок необходимых товаров, ремонтных работ. Должностное лицо в сговоре с поставщиком, подрядчиком подписывает документы о полученном товаре, выполненном ремонте в объеме, превышающем реальность. В последующем денежные средства делятся между участниками схемы. Также возможны взятки. В данном случае преступления совершают как должностное лицо, так и иные работники, а также иные лица, это те же предприниматели, которые действуют в сговоре. В данном случае здесь похищаются денежные средства бюджетного учреждения. Кроме этого, в 2021 году выявлены случаи, когда в учебных заведениях вносились фиктивные сведения о лицах, проходящих обучение. В основном это дополнительно профессиональное. Фактически указанные лица обучение не проходили. Уголовное дело расследуется. Примеры дел я сказать сейчас не смогу, потому что еще решение о том, что виновны, невиновны, будет принимать, естественно, суд. Таким образом, можно сделать вывод, ну и вывод очевиден, что коррупция, понятие коррупции предусматривает служебное положение. В данном случае служебное положение и в сфере образования, если мы говорим про школы, это, как правило, руководство в данных учебных заведениях, которое в некоторых случаях использует свое служебное положение вопреки интересам службы. И опять же, с учетом корыстной и иной личной заинтересованности. Иная личная заинтересованность здесь предусматривает такое понятие, как не только получение каких-то денежных средств, но и создание условий для своего дальнейшего продвижения по службе. Если есть вопросы, могу ответить.
Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы к Максиму Николаевичу? Мгм. Ну, если возникнут, пожалуйста, пишите, мы рады ответить. Уважаемые коллеги, а мы сейчас приступаем ко второму вопросу. Тема моего доклада звучит «Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования». Уважаемые коллеги, на сегодняшний день коррупция признана одной из системных угроз национальной безопасности. И я хочу напомнить, что в 2021 году вышел указ президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года номер 478 о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Обратите внимание на раздел 12, пункт 36. Где прописано, что необходимо реализовывать программы по антикоррупционному просвещению населения в 2021-2024 годах и проведение соответствующих мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования. Также 30 сентября 2021 года вышел приказ Министерства просвещения Российской Федерации номер 682 об утверждении плана противодействия коррупции Министерства просвещения Российской Федерации. Обратите внимание также на пункт 4.2 плана. Он говорит о том, что организация работы по внесению в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, изменений, предусматривающих формирование у обучающихся по соответствующим образовательным программам компетенций, позволяющих выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Данные изменения будут внесены во ВГОС до 15 июня 2022 года. Также пункт 4.8 говорит о том, что, повторяюсь, данный пункт взяли из указа президента Российской Федерации о том, что мы, как образовательные организации, должны проводить работу с обучающимися по антикоррупционному воспитанию. Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что в соответствии с законом об образовании в Российской Федерации воспитание — это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках реализации образовательных программ является комплексной задачей, основанной на требованиях федерального закона и образовательных стандартов различного уровня образования. Коррупция как социальное явление, государственная антикоррупционная политика, методы противодействия коррупции, общественные механизмы борьбы с коррупцией, вред, причиняемый общественным отношениям в связи с различными формами коррупционного поведения, законодательство о противодействии коррупции и ответственность за коррупционные правонарушения становятся предметом образовательной деятельности независимо от направленности и уровня образовательной программы. Являясь одной из острейших социальных проблем на современном этапе развития российского государства, коррупция становится предметом нравственной и правовой оценки. Происходит осмысление личного опыта и информационного фона. Соответствующее преломление приобретает изучение истории, литературы, вопросов устройства общества и государства, развития правовой системы и так далее. Обратите внимание на
В следующем слайде представлены требования к образовательной программе именно начального общего образования, связанные с антикоррупционным воспитанием детей. И на что же они направлены, эти требования? На воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества, становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. Что же требует от нас основное общее образование? Какие требования к образовательной программе? Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации. Какие требования у нас в системе среднего общего образования? Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности. Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации. Овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности и правоотношения. Формирование основ правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав. На следующем слайде вы видите содержание учебной работы, направленной на формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках основного общего и среднего общего образования, осуществляется в рамках реализации программ следующих учебных предметов: история, обществознание, экономика, право и другие. На протяжении исторического развития практически во все периоды времени имели место коррупционные действия различных должностных лиц. Так древляне восстали против князя Игоря, когда он, пользуясь должностным положением, дополнительно потребовал с них дань. Екатерина Великая наделяла своих фаворитов дополнительными полномочиями и материальными ресурсами, а наиболее активные участники революционных событий, в том числе и бывшие преступники, занимали высокие посты в советском государстве. Подобные примеры в процессе изучения истории школьниками и студентами образовательных организаций должны преподноситься с точки зрения причиненного вреда государству и обществу коррупционными действиями. Это должно делаться для того, чтобы, основываясь на опыте прошлого, не допускать противоправных деяний в настоящем и будущем. Учебный предмет обществознания. В рамках образовательных программ основного общего и среднего полного общего образования обеспечивает формирование у обучающихся
личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, навыков определения собственной активной позиции в общественной жизни для решения типичных задач в области социальных отношений, а также основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации. В рамках учебного предмета «Экономика» обеспечивается понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности. В рамках учебного предмета «Право» обеспечивается владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности, сформированность основ правового мышления. Реализация спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин обществоведческой и правовой направленности обеспечивает возможность расширения объема учебной работы обучающихся, связанной с формированием антикоррупционного поведения, формированием развития правосознания, осуществлением профориентационной деятельности. Примерная тематика курса включает в себя основы правовых знаний, основы рыночной экономики, общества и личность. Основные задачи, направления и ценностные основы формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся формируются в рамках программы воспитания обучающихся. Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего и среднего полного образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем единстве духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного гражданина, формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением воспитательной деятельности, в отношении которого в программе воспитания и социализация обучающихся определяются воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и школы. На слайде вы видите мероприятия, которые рекомендованы для включения в программу воспитания. Это выполнение творческих заданий по дисциплинам, проведение тематических классных часов, посещение с экскурсией органов государственной власти и местного самоуправления, сюжетно-ролевые творческие мероприятия, оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, проведение бесед с представителями правоохранительных органов, юридического сообщества, депутатами представительных органов государственной власти и местного самоуправления, проведение тематических конкурсов, тематических бесед с обучающимися по темам, что такое коррупция, какой вред носит коррупция и так далее. Обсуждение публикаций в средствах массовой информации, связанных с противодействием коррупции, организация мероприятий, приуроченных памятным датам России, например, День российского парламентаризма, День Конституции, праздничным дням, например, День России, иным соответствующим датам, например, День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, День юриста и так далее. Обратите внимание, на следующем слайде представлены направления воспитательной деятельности по развитию антикоррупционного мировоззрения, представлены виды деятельности и формы занятий, которые включают в себя изучение Конституции Российской Федерации, ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, изучение учебных дисциплин, участие во встречах с выпускниками школы, организация и проведение ролевых творческих мероприятий и игр, направленных на развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях, проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное время. Высокую степень эффективности имеют те мероприятия, которые проводятся во внеурочное время и которые изобилуют новыми впечатлениями у учащихся с параллельной демонстрацией нежелательного коррупционного поведения. Например, в рамках реализации данной деятельности представляется полезным посещение специализированных музеев, которые отражают деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции. Элементом воспитания неприязненного отношения к совершению правонарушений является формирование в сознании учащихся естественного алгоритма. За любое противоправное деяние следует наказание. В этой связи во внеурочное время можно и нужно организовать посещение музеев органов внутренних дел, служб безопасности и уголовно-исполнительной системы. Спасибо за внимание, коллеги. Есть ли у вас вопросы? Пока вы думаете, мы переходим к следующему докладу, и я передаю слово Наталье Александровне. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Анжелика Владимировна, что вы Васильевна, простите, да, что вы меня пригласили на такое мероприятие. Безусловно, что все мероприятия, о которых сейчас говорила Анжелика Васильевна, они необходимы, они нужны, и без них не будет воспитываться у детей то важное сознание, необходимое для дальнейшего понимания неотвратимости каких-либо проступков или поступков. Поскольку я являюсь не только руководителем Центра сопровождения специального инклюзивного образования, но и руководителем Республиканского консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание свои семьи и детей, оставшихся без попечения родителей, хочу рассказать немножечко о нашем центре. Понятно, что без воспитания, без воспитательной системы воспитать достойных граждан Российской Федерации практически невозможно. И соглашусь, конечно же, с своими коллегами, что это важный компонент и важный комплекс, когда все производится и работает внутри, в связке педагог и родитель. Понятно, что без родителей, без родительского контроля, без воспитания внутри семьи каких-то положительных качеств у наших детей воспитать будет практически невозможно. Что хочу сказать. Наш центр занимается не только консультированием, но и оказанием различных услуг. Это методическая помощь, то есть если требуется какие-то помощь в рамках методических направлений, методических разработок, рекомендаций и так далее. Это повышение компетентности родителей в различных направлениях, в том числе в вопросах по нравственному воспитанию, по традиции семейных отношений, по повышению значимости родительского просвещения и пропаганду именно ответственного материнства и отцовства, то есть семейных ценностей внутри семьи. Это очень важно, поскольку это все-таки является залогом именно грамотного, правильного воспитания внутри семьи. В центре оказываются различного рода услуги. У нас работает более 70 специалистов, и консультации проводятся как очные, так и дистанционные и выездные. Работает школа успешных родителей. Это большой просветительский проект. Помимо этого, замечательный проект «Школа будущих родителей» и семейный клуб «Моя семья». Я не буду вдаваться в подробности в различные просветительские проекты. Хочу сказать только одно, что помимо того, что проводятся консультации, нашим центром проводится большое количество различных семинаров, вебинаров обучающих, родительские встречи.
И что бы хотелось как бы посоветовать, как бы, может быть, да, донести до вас, уважаемые коллеги, что внутри любого образовательного учреждения можно проводить в том числе и конкурсы, направленные на противодействие коррупции, на развитие каких-то воспитательных ценностей, проведение различных родительских собраний интересных тематических, проведение круглых столов с родителями и с детьми совместно, естественно, с приглашением специалистов, которые работают в области противодействия коррупции по воспитательным системам и так далее. У нас проводится достаточно большое количество вот этих всех мероприятий, поэтому если есть какие-то вопросы, если у вас возникают какие-то вопросы, можно зайти на сайт нашего консультационного центра, где выкладываются не только рекомендации по обучению детей, да, на что обратить внимание, куда, но в том числе и по воспитанию с различными тематиками. Все это можно использовать в своей практической работе. И если у вас есть какие-то интересные там запросы, вопросы, то вы всегда можете к нам с Анжеликой Васильевной обратиться. Мы всегда ответим на все ваши вопросы, и если будет необходимость, то сможем и методически сопроводить, если у вас возникнет таковое желание. Но, в принципе, у меня такое короткое, да, но емкое сообщение. Спасибо, Наталья Александровна. Уважаемые коллеги, я еще хочу напомнить, да, что информация о сегодняшнем семинаре, она будет размещена как на сайте нашего института, также и на портале «Открытое образование Республики Коми». И что еще, значит, мы прикрепим к тем презентациям, которые уже сейчас у нас есть. Значит, конечно же, это приказы, которые я вам сказала, это указ президента и приказ Минпросвещения, а также примерный сценарий, он выложен был именно на сайте Генпрокуратуры, именно примерный сценарий классного часа для педагогов с обучающимися, как правильно, разъяснить ребятам тему коррупции. Далее, уважаемые коллеги, очень часто у нас в сети интернет появляется разного рода видео, да, и в том числе и по противодействию коррупции тоже. Здесь тоже надо быть очень внимательными. Вы понимаете, что данные материалы, они могут быть вами скачаны только с таких сайтов, как Генеральная прокуратура, региональные наши органы прокуратуры. Там же размещаются различные буклеты, различные памятки не только для школьников, но и конкретно для педагогов и руководителей образовательных организаций. Да, значит, Анжелика Васильевна, да, в том числе хотелось бы как бы напомнить, что у нас в ГОУ-ДПО КРИРО есть прекрасный раздел «Видеозал». В этом видеозале размещается достаточно большое количество интереснейших мероприятий, в том числе на темы воспитания детей. Все, что касается воспитательной функции, в том и по правонарушениям, и по безнадзорности, и по антикоррупции, и по правовым отношениям в соцсети, поэтому внимательно отслеживайте, смотрите. К некоторым вебинарам и семинарам прикладываются материалы, которые вы можете скачать, в том числе, как правильно уже заметила Анжелика Васильевна, это и памятки, и буклеты, которые вы можете использовать в своей работе и для родителей, и для педагогов, и в том числе, безусловно, для своих подопечных и для своих замечательных учеников. Спасибо, Наталья Александровна. Есть ли у вас вопросы, уважаемые коллеги? В этом году это у нас с вами первая встреча именно по данной тематике. Мы еще продолжим цикл бесед и цикл вебинаров с вами. И следующий вебинар состоится в январе. И на данном вебинаре уже будет представлено перед вами именно практический опыт нескольких школ Республики Коми именно по антикоррупционному воспитанию. Так, мы напоминаем, вот здесь к нам присоединяется Вячеслав Алексеевич Ляшок,
Да, он напоминает нам о том, что институтом проводится конкурс, правильно, да, Александр Нет, Михайлович? это у нас Я не вижу. Курсы. У нас да? есть открытые онлайн-курсы по противодействию коррупции, повышению уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения. Объем курсов 12 часов. В рамках этих курсов можно пройти обучение онлайн самостоятельно и получить сертификат. Ну и также у Александра Викторовича Аверина проходит конкурс, как раз посвященный противодействию коррупции, в котором тоже можно принять участие. Мы знаем, что уже достаточно много материалов, но еще есть возможность направить информацию, направить свои материалы на данный конкурс. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы? Вопрос. Курс бесплатный или Нет, платный? Да, Вячеслав Алексеевич отвечает, что курс абсолютно бесплатный, но за сертификат придется заплатить всего 300 рублей. Это не так как бы дорого, как это в других организациях, как это в средней полосе, допустим, за курс 1500-2000, поэтому вполне доступные курсы. Есть ли еще вопросы? Ссылку на конкурс. Хорошо, уважаемые коллеги, мы сейчас возьмем эту ссылочку с нашего сайта, и она тоже будет размещена здесь, в нашем чате. Вот, кстати, вот она как раз уже представлена, можете ею воспользоваться. Есть ли еще вопросы? Вопросов нет. Уважаемые коллеги, спасибо, что нашли время послушать данную тему. До новых встреч, всего вам хорошего.